К сожалению, QR-коды о перенесенном коронавирусе не станут для жителей Чувашии пропуском в свободные от ковида зоны кафе и ресторанов. Напомню, на последнем заседании оперштаба было принято решение о создании таких заведений общепита, где все сотрудники должны быть привиты, а посетители предъявлять на входе справку с отрицательным ПЦР-тестом, действующим всего 3 дня, либо QR-код с сайта госуслуг, свидетельствующий о наличии у человека прививки. Пока чувашские рестораторы не спешат включаться в реестр свободных от COVID-19 зон. Почему так происходит и готовы ли сами жители Чебоксар к таким мерам? Стопроцентная вакцинация персонала и заявление на сайте Минэка. Все, что нужно кафе и ресторанам, чтобы стать свободной от COVID-19 зоной. Однако предприниматели не спешат туда попасть. И ничего не нарушают. Заведения общепита вправе работать, придерживаясь ограничений по заполняемости зала. Это не более 75%. И по режиму работы. После часу ночи до 6 утра все кафе и рестораны должны быть закрыты. В свободной зоне от COVID-19 таких ограничений нет. Поэтому первыми, кто захотел попасть в реестр фри-зон в Чебоксарах, стали ночные стриптиз-клубы. Однако их не стали рассматривать как заведение общепита. А кому-то пока просто не хватило времени, чтобы привить весь персонал. Они приходят коллективами на вакцинацию, там очереди, у них рабочее время. Вот очень много сообщений приходит о просьбе о том, чтобы приехала группа и вакцинировал коллектив. Мы такое письмо писали в Минздрав с просьбой коллектива от 10 человек отправлять мобильные группы для вакцинации. По словам владельца одного из чебоксарских кафе Игоря Новикова, рестораторы Чувашии понимают, что меры для недопущения распространения COVID-19 необходимо принимать. Для этого персонал заведения общепита постоянно проводит дезинфекцию поверхности антисептиками, носит маски и перчатки и даже идет на вакцинацию. Но становиться зоной, свободной от COVID-19, бизнесмены пока не готовы из-за неминуемой потери клиентов. Выручка ресторанов, посещаемость ресторанов упадет на 90 с лишним процентов. Опыт Москвы за последние 2-3 недели показал это. Все московские рестораны лишились более чем на 90% своей аудитории, своих гостей, соответственно, выручки. Почему это происходит, тоже очень понятно. Какой процент привитого населения в городе, в Москве, в России? Конечно, безусловно, очень маленький. У меня нет на сегодняшний день данных, но 2-3 недели назад это было 10%. 10% в Москве было привитых. Сколько из них может посетить кафе и ресторан, показывая QR-код? Меньше 5%. В 20 раз упадет просто расчетным путем посещаемость заведений. В Чебоксарах, я думаю, эта ситуация еще более плачевная для рестораторов. А еще более страшное, что такой режим, он даст возможность рассматривать нашу отрасль как не пострадавшую. Становиться зоной, свободной от COVID-19 для ресторанов и кафе, мера пока не обязательная, лишь рекомендованная. Но если статистика заболеваемости поползет вверх, то все может измениться. Впрочем, как показал наш опрос, большинство жителей города готовы к такому раскладу. Для меня это не проблема, потому что я привита уже давно. Я готов к этому, я согласен с этим, и у меня есть QR-код, и готов его предоставлять, да. Я за бесковидные зоны. Да. Наверное, нужно вводить такие ограничения, чтобы как-то подстегнуть, может быть, людей на добросовестное отношение к этой ситуации, да, чтобы человек все-таки решился на прививку и чтобы было как можно меньше распространения этого вируса. Если не будут пускать в кафе без прививки, то я просто не буду ходить в кафе. Мне так будет проще, я могу сидеть дома спокойно. Мне сейчас в положении, мне совсем сейчас не до этого. Потому что вроде как беременным разрешили вакцину, но все-таки на ГВ она еще пока запрещена. Об этом даже пишут в госуслугах, там есть то четкие противопоказания. Как она подействует, пока никто не знает. Поэтому вакцину ставить точно пока не буду. Приведут ли в итоге свободные от COVID-19 зоны в кафе и ресторанах к свободным столикам, покажет время. А пока остается только наблюдать. Узнать, какие организации питания сегодня входят в реестр свободных от COVID-19 зон, может каждый, зайдя на сайт Минэка Чувашии. Сейчас здесь числится 4 заведения общепита, но в столице, не опасаясь коронавируса, пока можно пообедать только в закусочной «Куры-гриль». Правда, по прогнозам Минэка, уже через пару недель этот список должен значительно пополниться.
пользуются другими названиями кафе и ресторанов. Екатерина Храмкина, Вадим Владимиров, Дмитрий Макаров. Вести, Чебоксары.